Дорогие дети, сегодня я хочу вас познакомить с биографией великого Станиславского и его принципами актерского мастерства. Константин Сергеевич Станиславский, настоящая фамилия Алексеев, вошел в российскую историю как великий реформатор театра. Является сам и актером, режиссером, руководителем театра, а самое главное, он является создателем знаменитой актерской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и во всем мире. Тюфа. Вот слушайте. Значит, вы сейчас что вы делали, когда начали? Система Станиславского – это теория сценического мастерства, разработанная в начале XX века. 5 принципов его системы до сих пор относятся актуальным, лежать в основе методик подготовки актеров и в театральных вузах всего мира. Первый принцип – это правда переживаний. Жизненная правда на сцене – это один из главных принципов системы Станиславского. В нем утверждается, что существует прямая связь между эмоциями актера и ощущениями. То есть, чем больше актер чувствует свою игру и точнее передает переживания героя, тем больше зритель верит происходящему на сцене. Если актер не овладел мастером правдоподобности игры, его работа обесценивается знаменитым «не верю». Наигранность, отбивание на сцене, отсутствие жизни и чувств – этих характеристик боятся каждый актер, потому что они убивают связь со зрителями и успех всей игры. С точки зрения актерского мастерства по Станиславскому правда переживаний делится на 2 вида. Первый вид – это истинная правда. Это когда актер по-настоящему испытывает разные моменты своей жизни. Здесь не нужна игра, эмоции должны проявляться само собой. Зрители такие переживания очень любят и верят. Второй вид – это сценическая правда. Ее называют художественной, потому что она сначала возникает в художественной, то есть нарисованной или воображаемой жизни, и только потом переносится актером на сцену. Создание такой правды требует тщательной подготовки. Актер должен научиться не только верить в происходящее, но и жить каждым моментом. Второй принцип – работа с обстоятельствами. Актер не может научиться правдиво играть свою роль без умения понимать обстоятельства, в которых существует сценический персонаж. От обстоятельств зависят мысли, эмоции и поведение. Актер должен понимать логику своего героя. Он должен поступать так же, как поступил бы его герой. Артист должен обращать внимание на 3 круга обстоятельств. Большой круг, средний круг, малый круг. Большой круг – это когда общая, социальная, политическая и историческая обстановка. Средний круг – сюда входят подробности жизни героя, его материальное и семейное положение, особенности быта, возраст и другие детали. Малый круг – это те же события, которые происходят с персонажем, в данный момент влияют на его чувства, желания, цели и поведение. Третий принцип – игра здесь и сейчас. Это значит, что он должен каждый раз переживать по-новому роль, которую он исполняет. Не первый раз любое действие должно рождаться на сцене заново.
Трудность этой системы – это то, что актер играет одну роль много раз, и поведение персонажа становится привычкой, то есть превращается в штамп. Четвертый принцип – самосовершенствование актера. Чтобы достичь успеха, актер должен постоянно развиваться, воспитывать в себе нужные для работы качества. К ним относятся наблюдательность, память, внимание, воображение. И еще одно важное направление – это самосовершенствование актера, работа над телом. Станиславский подчеркивал, что физический аппарат человека нужно содержать всегда в тонусе. Актер должен овладеть этими качествами, то его потенциал раскроется, дает ему неограниченную свободу. Пятый принцип – взаимодействие с партнерами по цене. Театр – это коллективное творчество, поэтому актер должен учиться работать с партнерами. Между коллегами должна быть атмосфера доверия. Партнеры, которые чувствуют друг друга, добиваются идеальной игры. Станиславский подчеркивал, что взаимодействие актера с партнерами – это тончайший процесс сценической борьбы, который может принимать различную форму. Принципы Станиславского – бесспорная форма актерского мастерства. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч!